Всім прывітання, гэта прамы эфір Еўрарадыо, для вас працуе Міха Селін. Зараз мы знаходзімся каля дома ўраду, дзе тут плануе пэўны палітычны перформанс зрабіць кандыдат у прэзідэнты Андрэй Дзмітрыяў. Вось мы зараз пойдзем разам з ім да дома ўраду, каб даведацца, што гэта будзе. Андрэй, прывітанне. Прывітанне. Ну, распавядзі, можа, тэзісна ці анонс, што мы тут робім, што будзе. Сегодня вы ведаеце, что будзе зварот старога прэзідэнта да парламента і народа, і за 4 ці за 5 дзён да выбараў, да? Я вырашыў, што таксама як кандыдат у прэзідэнты, як магчымы будучы прэзідэнт, я таксама павінен звярнуцца, бо людзі павінны мець выбар, каго слухаць і паглядзець, і давайте не будзем так хутка ісці. Вось, і паглядзець, і пабачыць, якія могуць быць выступы. Найперш, што яны могуць цягнуцца, напрыклад, 5 ці 7 хвілінаў. Па-другое, што яны могуць быць пра іх, а не пра старую ўладу. Вось. І па-трэцяе, мне падаецца, самае важнае, што такі зварот, безумоўна, павінен быць у Беларусі з новым прэзідэнтам, з новым парламентам, з новымі мясцовымі саветамі, якія сапраўды прадстаўляюць людзей, а не толькі самую ўладу. Не будзем спяшацца, бо там вось я бачу, што мае хлопцы яшчэ рыхтуюцца, таму дадзім вам магчымасць гэта зрабіць. Можам яшчэ пагутарыць тады. Як я разумею, гэта будзе ўсё зроблена на прыступках дома ўраду? Мы, можа, проста на самыя прыступкі не пойдзем, але мы станем насупраць, каб звяртацца да людзей, хаця фармальна зараз яны не знаходзяцца тут, у будынку. Мы ведаем, што перанеслі гэта пасланне у Палац Рэспублікі, але давайте будзем шчырымі, гэты состав парламента такой, што цішыня аднолькавая. Ёсць там дэпутаты ці няма. Я звяртаюсь не толькі да канкрэтных людзей сёння, але я буду звяртацца і агулам да парламента як інстытута у Беларусі, у якога, мне падаецца, есть пэўная ўлада. І на сённяшні дзень есть адна вельмі важная магчымасць, пра якую я хочу сказаць. З таго, што я мог зразумець, гэта будзе выглядаць як несанкцыянаванае мерапрыемства. Ці не баішся ты нейкіх наступстваў, што, можа, будзе адміністрацыйная адказнасць за гэта, ці, можа, нават затрыманне сёння? За мінулы год беларусам выпісалі больш за 4 мільёна штрафаў. 4 мільёны. Калі мой стане яшчэ адным, але наблізіць час, што гэтага не будзе, і мы ўвогуле сыдзем ад гэтых планаў па штрафам, я буду рад. Але все ж таки не баішся, што, можа, гэта стане нагода для того, каб зняць цябе з гэтай гонкі? Я думаю, што калі мяне здыме ўлада, гэта будзе, што сказаць, я тады ведаю, што рабіць усё роўна. Тут недавно Сергей Чэрачань заявіў, што у яго не атрымалася. Ён спрабаваў аб'яднацца з аб'яднаным штабам, з штабам Святланы Ціхановскай, але яму неяк не далі гэтага зрабіць. Ці былі ў цябе спробы? Бо я ведаю, што на прэс-канферэнцыі аб'яднанага штаба было сказана, што у Андрэя Дзмітрыява былі нейкія перамовы, на якім што ўвогуле адбываецца, ці былі ў цябе спробы? Я думаю, что туда надо... Смотри сам. Ты будешь журналистом говорить или пустому парламенту? Буду журналистом говорить. Откажу после. Дякую. Давай развернемся, мне кажется. Или из парламента, или парламент. Как хочешь. Давайте как Ленин. Встать у трибуны как Ленин? Можно еще перед камерой положить туда вот это вот. А подождите секунду, я хочу еще. Сергей, а где мы? Там рюкзак надо? Добро, посмотрим. Доброе утро, добрый день. Сегодня 4 августа, первый день досрочного голосования. И сегодня же старый президент решил обратиться к народу и парламенту с речью. Я думаю, что мы тоже должны обратиться к народу и парламенту. Как кандидат в президенты, я сегодня обращаюсь к народу и парламенту в первый день досрочного голосования. Выбор. Вот главное слово этой недели.
Нам уже всем ясно, что выборы на самом деле будут судьбоносными, как бы они ни закончились. Нам всем ясно, что то, что произойдет 9 и 10 числа, вот в парламенте тоже так будете делать. 9, кладите сюда, не стесняйтесь. То, что будет 9 или 10 числа, на самом деле изменит нас, изменит Беларусь. Вы собрались тут, потому что мы вас позвали. Депутаты сегодня собрались не здесь, хотя давайте будем честными, от отсутствия их в этом зале или присутствия многое в стране не меняется. Но они собрались тоже, потому что их позвали на внеочередную сессию. Многие из них рассчитывали просто послушать старого президента, поесть в какой-нибудь кафешке Минска и потом спокойной душой поехать домой. Но так сегодня не получится. Я считаю, что и депутатам, как и всем белорусам, нужно делать свой выбор. Голосовать. Если... Я прошу прощения. Если бы их не созвали так срочно, то мы бы не вспомнили, какой властью обладает сегодняшний парламент. Потому что это на самом деле негде увидеть. В обычной жизни мы не видим депутатов. Их не было, когда в стране шли протесты против тунеядского декрета. Их не было, когда в стране люди умирали от коронавируса и не знали, что с этим делать. И все-таки у них есть власть. Их позвали, они пришли. И поэтому я не буду тянуть, а начну с главного выбора, который, я считаю, сегодня депутаты должны сделать. Я призываю депутатов Палаты представителей воспользоваться той властью, что у вас есть, чтобы предотвратить национальную катастрофу. Выберите стать частью общего движения за нового президента. Назначьте сегодня новые выборы. У вас есть такая возможность. Это как раз таки и есть власть парламента. Новые выборы дадут новый старт стране. Мы проведем их честно и открыто, без политзаключенных, давления, арестов, поиска врагов внутри страны. Но старт не будет полным, если мы оставим этих депутатов в их кресле. Ведь в переизбрании нуждается не только президент, но и весь парламент. Поэтому вас, дорогие депутаты, как и президента, мы очень быстро переизберем тоже. Не тяните время. Возвращайтесь в округа, работайте там, потому что это будут выборы, где решают не местные администрации, не администрация президента. Это будут выборы, где решать будут люди. Это будет не последний выбор, который нам предстоит с вами сделать. Нас ждет год очень важных решений. Мы должны разобраться с прошлым, чтобы идти в будущее. Я против охоты на ведьм, но правосудие должно восторжествовать. Поэтому считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию коронавируса и действий власти во время коронавируса. Мы должны знать именно каждого, кто принимал решения, кто затыкал рты врачам, кто не давал давать нормальные цифры. Мы должны знать имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как нам себя защищать, выделять деньги, чтобы мы могли прожить тяжелый экономический период, мешал нам и врал нам. Этот выбор даст нам реальную картину происходящего и позволит принимать дальнейшие решения открыто, а также станет прививкой от лжи в ситуациях, когда есть угроза жизнью и здоровью граждан. Мы не можем обойти стороной вопросы незаконных судов. Вчера, например, в Хойниках, вы знаете, известному очень трактористу Евгению, который тронул за живое тысячи белорусов, дали 10 суток. Просто за то, что он сказал людям правду. Ничего не сказал, просто сказал, как мы живем. Каждый, кто лжесвидетельствовал, придумывал уголовные дела, выносил необоснованные наказания после независимого расследования, должны понести за это свою ответственность. Сегодня я хочу обратиться к конкретному депутату, Чернявской Жанне Николаевне, депутату по Хойницкому округу. Не сидите здесь, едьте в свой округ и добивайтесь свободы для замечательного тракториста, которых должно быть большинство в стране. На них, на таких Евгениях, держится сегодня Беларусь. И разбирайтесь по тем фактам, которые он называл в своей речи. В Беларуси, страной с очень толерантным народом, где веками мы жили вместе, невзирая на национальность, религию, не может быть ситуации, что кого-то преследуют за то, что он имеет свое мнение, за то, что хочет стать президентом, за то, что показывает, как мы живем. Более того, не может быть ситуации, что кого-то угрожают увольнением за это. Мы освободим политзаключенных и навсегда отменим краткосрочные контракты для тех, кто идет на постоянную работу.
Потому что именно они сегодня являются способом манипуляции людьми, угрозой, шантажа. Но мир у нас должен быть и религиозный. Слева от меня Красный костел. Вот так его называют все минчане. Мы любим это место. Это ведь один из символов нашего города. Мы любим садить, даже если мы не католики, мы, я думаю, все здесь были. То, что сейчас прихожанам выставили огромный счет по налогам, это предательство нашего мира, в котором мы живем столетиями. Это понятно, что это мы абсолютно политически мотивированы. Это случилось после слов, что голоса надо считать честно, потому что так говорит заповедь: не лги. По-моему, за такие проповеди надо говорить спасибо. Ведь именно честный подсчет голосов – это основа мирного перехода к власти. Я выбираю сегодня тех, кто за честные выборы. И уверен, что Красному костелу мы должны выставлять не счета, а наши слова благодарности за такую позицию. Старый президент все пытается списать на коронавирус. Невозможность наблюдать, невозможность сегодня людям реально заниматься политикой, высказывать свое мнение, но даже проблемы в экономике. Хотя на самом деле проблемы в экономике начались задолго до того, как пришел в страну коронакризис. Последние 10 лет нет никакого роста. Сплошные проблемы. Недавно он объявил, что у нас зарплата в 1000 рублей средняя. Александр Григорьевич, очнитесь. У тех, кто сидит перед вами, я думаю, что уже и больше, и не в рублях. Но у тех, кто живет в Беларуси, там, где вы не делаете ремонты, там, где у нас разбитые детские площадки, там сегодня зарплата 500 рублей. Вчера я был в Слуцке, и одна женщина пришла ко мне в пикет и сказала, что получает 400 рублей и не может себе позволить абонемент в бассейн, потому что он стоит 50. Вот итог правления Лукашенко. Абонемент в бассейн стал недоступной мечтой. А впереди у нас 1 сентября. И тысячи белорусов пойдут за своими кредитами. Зачем? Чтобы, может быть, поехать на отдых или построить квартиру? Нет. Они туда пойдут, потому что они хотят собрать детей в школу. Чтобы детям в этой школе было не стыдно. Мы навсегда уйдем от этого. Такого больше никогда не будет. Если мы оставляем старого президента, то ситуация усугубится. Потому что денег у него для людей никогда нет. Всегда есть на все угодно. На резиденции, на самолеты, на вертолеты. На все для него. И ничего для нас. Есть только для тех, кто может помочь удержать ему власть. Но на самом деле я хочу обратиться и к вам, кто сегодня думает, что если он останется, то вы выиграете. Вы что-то получите. Нет. Он, как всегда, обманет и вас. Вспомните, сколько раз он, стоя перед парламентом, обещал, что парламенту будут даны какие-то полномочия. Вспомните, сколько раз он уже обещал референдум, который изменит страну. Вспомните, сколько раз он обещал зарплату по $1000. Вспомните все его обещания за эти 26 лет и проголосуйте за новые выборы и за нового президента. А мой выбор будет, это женщина из Слуцка. Я всегда буду на ее стороне, какая бы власть ни была. Как и на стороне миллионов других. И вообще, если останется у власти старый президент, то как страна, как единая, перестанет существовать. Потому что власть будет сама по себе, а народ сам по себе. Сейчас мы работаем каждый на своем месте. Платим налоги, воспитываем наших детей, отправляем их в школу. Но к стране в целом, знаете, словно не имеем отношения. Все решения принимаются за нас. И поэтому все эти решения принимаются без нас, без учета нашего мнения. И поэтому они принимаются не в нашу пользу, а в пользу тех, кто их принимает. Я выбираю страну, где решают люди. Как, к примеру, в Бресте, где люди сами хотят решить судьбу завода. И уже более 2 лет ради этого выходят на улицы. Теперь надо выйти на участки для голосования. И выбрать президента, который приедет к вам не ради фотографии. Не для того, чтобы снова дать вам еще одно обещание. А чтобы решить проблему и дать вам право решать свою судьбу и защищать своих детей, если вы считаете, что им что-то угрожает. Такие перевыборы Лукашенко самого себя добьют и без того непростые отношения с нашим внешним миром. Посмотрите, даже с главным экономическим партнером России мы умудрились поссориться просто по всем фронтам. Настолько, что арестованы 33 российских боевика, а 167, как нам сказали, растворились, как иголка в стогу сена. Прошла неделя, я молчал. Вы помните, я говорил здесь перед многими из вас, что нужно сделать. Я специально дал время. Я хочу спросить
33 человека допрашивают каждый день. Где фотороботы на каждом столбу? Где фотороботы? Да мы сами вам приведем этих 167 человек. Я общался в десятках городов после этого. Я вас уверяю, белорусы готовы защищать свою независимость, готовы защищать свой порядок в доме. Дайте нам фотороботы, мы найдем этих людей. Вам не надо это делать самим. Положитесь на общество. Почему армия стягивается сюда, а не к границе, если оттуда исходит угроза? Важный выбор предстоит сделать военным и милицией. Хотя, я думаю, многие его уже сделали. Защищать Родину. От внешних врагов и от внутренних. От криминала, от бандита. Не от тех, кто стоит в сувенирную лавку. Не от тех, кто стоит в очереди за чистой водой. Не от тех, кто хочет выбрать нового президента. Миром и спокойствием. Просто следуйте своему долгу. Никто не хочет Майданов. Никто не хочет войны в Беларуси. Мы хотим мира, порядка без показухи и справедливости для людей, которые честно работают и платят налоги. Новый президент, уважаемые милиционеры, уважаемые военные, будет уважать вас. Уважение — это не слова, не обращение с сайта с непонятными для вас приказами. Уважение — это значит, мы никогда не отдадим приказ, который унижает вашу честь и достоинство. Мы в вас верим и мы вас уважаем. Да, нам нужны будут новые президенты, выборы президента и парламента. Ведь эти выборы, как и прошлогодние выборы в парламент, это вообще ни в какие ворота не лезет, не имеет отношения к выборам от слова совсем. Мы обязательно будем выбирать руководителей городов и районов, а не назначать их из Минска. Но у нас будет еще целый год до выборов. За первые 6 месяцев мы разработаем и примем новую конституцию, а за вторые проведем новые парламентские и президентские выборы. Но не только выборы будут нашей задачей. Вообще выборы являются инструментом, они не могут быть просто целью. За год нам нужно будет сделать очень многое, чтобы разобраться с наследием старого президента в виде нерешенных проблем. Мы определили 10 первых шагов. Вы можете их найти в интернете, вы можете посмотреть, что мы собираемся делать. Мы начнем с формирования переходного правительства, куда войдут достойные чиновники и альтернативные кандидаты в президенты. Многие уже дали согласие в него войти. Это правительство реализует те реформы, про которые мы давно говорим, про которые даже сами чиновники давно все знают, что они стране нужны. И чтобы они были реализованы, я прошу всех пойти и проголосовать 9 числа за нового президента. Я также хочу обратиться сегодня и к членам участковых комиссий. В стране 6 тысяч заложников. Вас вызвали в кабинет и сказали, что у вас скоро заканчивается контракт. Вам объяснили, что если вы не согласитесь стать членом участковых комиссий, то могут быть еще большие проблемы. Вам сейчас говорят, подписывайте пустые протоколы, потому что иначе вас уволят. Но у вас будет возможность, когда в итоге все голоса посчитают, соберется комиссия, и вы должны будете проголосовать. Я призываю членов участковых комиссий, если вы видите, что фальсификации были, если вы знаете, что цифры, которые написаны в протоколе, вы за них не отвечаете, голосуйте против принятия итогового протокола. Запомните, вы считаете голоса не Дмитриева или Тихановской. В ваших руках голоса наших детей. Будет их больше или меньше в нашей родной Беларуси через 5 лет. Если вы знаете, что произошла фальсификация, сделайте правильный выбор. Этот выбор станет вашей защитой. Я не буду обещать, что мы решим все проблемы за 365 дней, да если бы я это сделал, кто бы мне поверил? Это было бы неправдой. По сути, ведь нам придется перезапустить страну, сделать ее современной, вернуть гражданам, нам с вами. Но и в первый год мы сделаем очень много. Сократим чиновников, контролеров, затраты на обслуживание власти. Эти деньги направим в школы, чтобы больше ни один родитель не открыл кошелек для того, чтобы профинансировать окна, профинансировать парты или ремонты. Сделаем так, что в районных больницах появится МРТ, КТ и УЗИ и врачи, которые их обслуживают. Уберем лишние администрации. Даже там, где, возможно, сегодня нам не кажется, что они лишние. Но скажите мне, зачем нам администрация ПВТ? Что это вообще такое? Если бы сегодня в Кремниевой долине сказали, знаете, мы сейчас введем вам администрацию, скиньтесь, пожалуйста, ей на зарплату, многие бы очень удивились. Давайте сделаем этот режим общим для всех. Пускай работают, и нам не нужна никакая администрация. Сократим эти расходы. Разберемся с убыточными заводами. Действительно поддержим тех, кто теряет работу. Снимем ненужную нагрузку с учителей. Сделаем так,
чтобы наша белорусская продукция больше не перепродавалась по дешевке через непонятные мутные торговые схемы. И вернем эти деньги в бюджет. Освободим учителей от лишней нагрузки. Позаботимся о врачах. Заключим долгосрочный газовый контракт с Россией. Восстановим отношения с ЕС и добьемся возможности безвизового въезда белорусов в страны с ЕС. Выборы нового президента – это начало большой и важной работы. Пришло время нам всем с вами заняться страной. У команды президента было время показать, на что она способна. Ну, результат, я думаю, мы все видим в своих карманах, в своих холодильниках, в том, что мы можем позволить своим детям, в том, что мы можем отложить на пенсию. Результат плохой, никудышный. Надо менять такую команду, пока она не угробила страну окончательно. Поэтому я призываю сегодня всех, 9 числа, приходите и голосуйте. Запомните, если вы проголосовали досрочно, вы проголосовали за старого президента. Если вы проголосовали против всех, вы проголосовали за старого президента. Если вы не пришли голосовать, вы проголосовали за старого президента. Приходите и голосуйте за альтернативных кандидатов, за нового президента. Это будет нашим выбором. Выбором, что Беларуси нужен новый президент. Спасибо большое. Я хочу уже в конце, уже не в части официальной речи сказать, сегодня я отводил детей в летний лагерь. И Федя, младший мой сын, спросил: папа, скажи, на тебя наконец уже выбрали президента? Мы выбрали вообще президента? Я ему сказал: нет, Федя, пока еще нет, но 9-го мы это сделаем. Я прошу вас всех, давайте не подвезем наших любимых Федь, Володь, Саш, Тань, Кать, Ян, Янин, Олесей. Давайте не подведем их 9 числа. Спасибо большое. Есть какие-то вопросы? Спасибо. Да. Восьмое большое, что Андрей Дмитриев зладзіў імправізаванае пасланне да народу. У якасці кандыдата ў прэзідэнты нагадаем, што іншы кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко таксама сёння ў дзень збіраецца зрабіць пасланне да народу. Посланием до народа от Андрея Дмитриева это была такая прэс-канферэнцыя каля дома ўраду, на якой прысутнічала некалькі журналістаў. Зараз мы паспрабуем звярнуцца яшчэ да Андрея Дмитриева. Это было бы правильно. Но подождите. Мне глава Совета Безопасности говорит, да, выключно. Зараз хвилиночку. Андрей Дмитриев размаўляе з адным журналістаў. Мы пакуль не будем перабіваць. Готовится еще 2 года. Логично. Это шанс перекрыть границу. Даже если это генерал Совета Безопасности. Если я буду считать, что этот человек играет такие мелкие игры. Нагадаем, што Андрей Дмитриев пакуль не зняўся у падтрымку каго-небудзь з іншых альтэрнатыўных кандыдатаў. Учора парталу Тутбай ён даў вялікае інтэрв'ю, дзе ён паведаміў, што разлічвае на другі тур і не будзе здымацца, пакуль не будзе абвешчаны другі тур. Зараз паспрабуем падысці пабліжэй. Это вопрос, я думаю, что мы завтра будем озвучивать. Я уже более подробно по нему выскажусь. Пока я не вижу, я уже это сказал во время своего выступления на БТ, задача сегодня собрать большинство голосов не за президента. Чтобы он не набрал 50%, а мы набрали. Все вместе альтернативные кандидаты. Поэтому я думаю, что наша задача, чтобы как можно больше людей пришли и проголосовали. Любая демотивация людей, чтобы они пришли и проголосовали, неважно, как они себе это объясняют, для нас невыгодно. И выгодно для Лукашенко. Я не собираюсь работать на Лукашенко.
именно Понятно. его задача. Понятно. Ну, просто есть такое мнение, что это размывает протест. Что... Я думаю, что все, кто уже, например, готовы голосовать за Тихановскую, они уже будут голосовать за Тихановскую. Да? Да. А есть очень большое количество людей, которые не готовы и не будут никогда. Мне звонила, вот была дебат такая у нас Абрамова, например, да, в парламенте. Она мне позвонила дня 3 назад. И говорит: Андрей Владимирович, не снимайте, потому что все мое окружение собирается голосовать только за вас. Если будет Тихановская, мы будем голосовать против. Или там, не пойдем на выборы, да. Ну, то есть разные люди приходят, говорят, это очень много людей на самом деле. Понятно, что все равно там, я думаю, что большинство тех, кто сегодня хочет нового президента, голосуют за Тихановскую, но этого большинства даже близко не хватает для победы в первом туре. А вот если мы все притянем наши голоса, тогда вместе можно сказать, что мы выскочим, да, в первый тур. А там уже будем поддерживать того, кто туда дойдет, кто туда дойдет, что называется. Андрей, вось мы памятаем 2060 год, выборы, калі там, можна так выразіцца, был парад кандыдатаў, у бюлетэне было 10 імёнаў, і як вынік у Александра Лукашэнкі было 79%, а у ўсіх альтэрнатыўных не больш за 3%, калі мне не памыляюся. Ці не думаеце, што все ж таки удзел шматлікіх некалькіх альтэрнатыўных кандыдатаў гэта просто адбяруць галасы адні самі ў сябе? Ну, калі вы дагэтуль лічыце, што лічбы, якія выдае ЦВК, залежаць хаця б ад нечага, акрамя таго, як вырашаюць у іншым будынку, да, у адміністрацыі прэзідэнта, то мне няма чаго сказаць па шчырасці. Бо можа быць 10 прэзідэнтаў і па 1,5%, ці адзін альтэрнатыўны кандыдат, яму напішуць тыя ж 3%. Гэта, мне падаецца, не прынцыпова. З пункту гледжання менавіта тэхналагічна, я толькі што патлумачыў, гэта не размывае галаса, гэта дадае галасы. З пункту гледжання таго, што абвесціць нам 10-го, гэта не мае проста аніякага значэння. Але ёсць адна праблема, я думаю, пра якую вы не сказалі, а яе важна сказаць. Праблема 10-го года была не ў парадзе кандыдатаў, бо ўсё ж такі парад кандыдатаў даў гадзінныя выступы па тэлебачанні, дэбаты. Праблема была в татальнай нескаардынаванасці паміж імі, в дзесяткі планаў розных. Кожны казаў нешта свае, і гэта у тым ліку прывяло да катастрофы 10-го года. Я не хачу паўтарэння гэтай катастрофы, безумоўна. Я лічу, што павінна быць каардынацыя. То, што на сёння адсутнічае, гэта вельмі кепска. Яка стратегія тоді зараз мусить бути? Я адкажу на гэта заўтра. Почекай, куди пішов? Да, все, мне трэба... Мне влепіль, извините, мне влепіль, надо ехать. Да, давай, можем? Нам просто треба, каб ти кришечку сюди ближе до камери поглядів. Что я должен сделать? До камери ближе Ні, поглядів. ні, да. все ж. Ні, все нормально. Розкажи, будь ласка, в принципі, чим ти бачиш сьогодні проблему у сьогоднішніх виборів і як її можна вирішити? Ну, сёння збіраецца парламент. Я звярнуўся да парламента, яны маюць адну вельмі важнае паўнамоцтва — прызначыць прэзідэнцкія выбары. Скончыць вось тое, што адбываецца зараз, нічога страшнага, не так шмат яны затрацілі грошай, бо насамрэч нічога яны не паказалі, і прызначыць новыя выбары. Па сумленных правілах, я лічу, што гэта будзе вырутая Беларусь ад катастрофы. Наколькі гэта, у прынцыпе, верагодна ў сённяшнім? Мы ўсе робім выбар. Я не буду ацэньваць яго верагоднасць. Але кожны выбар мае свае наступствы. Ну, напрыклад, калі парламент маўчыць і глядзіць, напрыклад, як у нас адбываецца, да, каронавірус, людзі паміраюць, і пры гэтым яны нічога не робяць, не прымаюць ніякіх законаў, каб падтрымаць грамадства, яны будуць за гэта адказваць. Калі мы бачым, што дэпутаты, якія павінны стаяць на абароне законнасці, у тым ліку для сваіх выбарцаў, маўчаць, калі затрымоўваюць людзей ні за што, як учора, да, у Хойніках 10 сутак этому Евгению, яны павінны несці за гэта адказнасць. Найперш проста адказнасць, што яны больш ніколі не змогуць стаць дэпутатамі. Ніколі. Ёсць нейкі прагноз на то, якім чынам гэтыя выбары пройдуць? Пратэсты я маю на ўвазе. Я лічу, што мы павінны са свайго боку зрабіць усё, каб яны былі мірнымі і каб ніхто не пацярпеў ад гэтага. І казаць уладзе, асабліва не тым, хто там наверсе будзе аддаваць прыказы, больш нам зразумела менш, як гэта будзе, а тым, хто будзе іх выконваць. Я ведаю, што шмат хто сумняецца. Ведаю гэта. Вось мы ж бачылі учора выступ гэтага міністра МВД, да, Караева.
Што ён так проста мусор? Ён так проста выступіў? Не, яны разумеюць. Людзі на месцах, яны таксама не хочуць. Да мяне падыходзяць ідэолагі і кажуць, мы будзем за вас галасаваць, бо ўсё, дастала ўсё гэта. Ідэолагі, да? У іх праблема ў самым нутры, бо людзі не хочуць так жыць, людзі не хочуць падстаўляцца. Людзі хочуць быць годнымі, разумееце? Гэта нармальна, адчуваць уласную годнасць. І мне падаецца, што гэтыя выбары вернуць гэтую годнасць беларусам, якую ў іх забірае ўлада. Андрей, пытанне, якое задаў перад прамовай, ты не паспеў адказаць. Пра спробу аб'яднацца са Святланай Завтра буду Ціханаўскай. пра гэта казаць. Андрей, можно Ці вопрос? будзе, в принципе, гэта. Завтра буду про это Андрей, казать. все-таки, по поводу, не хотите ли вы сказать в поддержку Светланы Тихановской? Завтра буду про это А говорить. почему завтра? Не захацеў Андрей Дмітрыяў адказваць на пытанне пра аб'яднанне са штабам Святланы Ціханаўскай, але паабяцаў, што зробіць гэта заўтра. Нагадаем, што гэта быў прамы эфір Еўрарадыё. Для вас працаваў Міхась Ілін і Арцём Маёраў. Мы зараз былі на такім імправізаванай прамове Андрэя Дмітрыева, кандыдата ў прэзідэнты. Нагадаем, што сёння ў дзень чакаецца яшчэ адна прамова яшчэ аднаго кандыдата ў прэзідэнты, гэтым Александра Лукашенка. Вы заставайцеся на хвалях Еўрарадыё, сачыце за намі у соцсетках. Сёння будзе шмат цікавых стрымаў на нашым YouTube-канале.